В эфире Абхазского телевидения информационный выпуск Амшек Пшара. Здравствуйте. Сегодня в выпуске об итогах работы за 9 месяцев отчет председателя Национального банка Абхазии Беслана Барателия. Проблемы решаются. Президент совершил рабочую поездку в село Нижняя Эшера. По пьесе Эдуарда де Филиппа премьера в Государственном русском драматическом театре. Ситуации в банковской сфере Абхазии было посвящено совещание, которое провел Рауль Хаджимба с участием председателя Национального банка Беслана Барателия, министром экономики Адгуром Ардзенба, председателем Сбербанка Тимуром Бганба. Репортаж совещания Амры Амичба. Государство должно управлять процессами в национальной банковской системе, подчеркнул Рауль Хаджимба, открывая совещание. При этом президент отметил определенный положительный результат работы в этой сфере. В целом, та работа, которая проводится сегодня Национальным банком, нацеленная на то, чтобы совершенно по-другому были бы построены работы, направленные на предмет реальной работы в финансовой сфере. О ситуации в банковской сфере за 9 месяцев текущего года рассказал председатель Национального банка Абхазии Беслан Барателия. Главной задачей банковской системы является повышение эффективности и реализация кредитно-денежной политики, воплощение которых возможно, естественно, при наличии финансовых ресурсов. В этой связи Беслан Барателия напомнил, что до сегодняшнего дня Банку Абхазии приходится погашать кредит в 700 миллионов рублей, выданный Министерству финансов республики в 2010 году. И, безусловно, эти платежи, которые делаются 2 раза в год, в районе 65-70 миллионов каждый транш, то есть порядка 130-140 миллионов каждый год из Банка Абхазии уходят на погашение ресурсов. В этих условиях, в отсутствии источников поступления денег для Банка Абхазии, одной из главных задач Банка Абхазии, помимо всего прочего, является компенсация этих резервов. Эта компенсация возможна, если не говорить о привлечении средств из Министерства финансов, собственными силами. Единственный источник – это получение прибыли. По графику вся сумма этого кредита должна быть выплачена к 2020 году. Процентные доходы Национального банка Абхазии за 9 месяцев в прошлом году составили 115 миллионов, тогда как в нынешнем году почти 150 миллионов рублей. Увеличение на 33 миллиона процентных доходов Беслан Барателия связывает с расширением кредитной политики главного банка страны и увеличением кредитного портфеля коммерческим банкам. Расчетно-кассовое обслуживание позволило заработать Банку Абхазии 38 миллионов 700 за 9 месяцев. Но это связано с экономической активностью в стране, деятельностью коммерческих банков, с осуществлением переводов в Россию. На курсовой разнице по курсу валюты 8 миллионов. На 1 октября 2016 года 8 коммерческим банкам выданы кредиты от Национального банка на сумму 1 миллиард 607 миллионов рублей. В среднем на каждый банк приходится около 200 миллионов. Самая большая сумма по невыплаченному кредиту висит на Сбербанке. Это порядка 300 миллионов рублей. Председатель Сбербанка Тимур Бганба объяснил, что из этой суммы около 200 миллионов составляют приватизационные кредиты, выданные фонду по приватизации еще лет 10-15 назад. Также большой долг перед Сбербанком у дорожно-строительного комбината и аффилированной структуры госкомпании «Абхазхлеб». Рауль Хаджимба поручил заместителю руководителя администрации президента Адгуру Лушба изучить материалы кредитной истории и при необходимости подключить к работе Генпрокуратуру. Глава государства потребовал жесткого контроля над процессом возвращения кредитов. Чтобы не получилось, как в предыдущие годы, отдали мы кредиты, никакой работы по возврату не проводилось. Поэтому весь этот объем долгов, который висит и в Сбербанке, и во всех остальных структурах, особенно по приватизационным делам, это самая большая проблема. Если мы сейчас эту задачу начнем на этом этапе решать, я больше чем уверен, эта цифра тоже снизится. Беслан Барателия рассказал, что коммерческим банкам, испытывающим финансовые трудности, выдавались кредиты на поддержание их ликвидности. Также на подкрепление банкоматов выдавались кредиты до 15 миллионов рублей. Необходимость в этом возникла потому, что летом многие туристы обналичивали карты в банкоматах. По словам председателя Национального банка, большой интерес населения вызывает потребительский кредит, предоставляемый держателям карты АПРА. Уже 1700 бюджетных работников оформили кредиты на общую сумму 92 миллиона рублей. И по этим программам активно работают 2 банка – Сбербанк
и Сухумбанк, ну и 2 кредита вот в Гарантбанке. Мы предусматриваем, я хотел бы эту сумму потом обсудить с вами, порядка 300 миллионов этот пакет сделать для поддержки населения, потребительское кредитование. Потому что обслуживание 100%, даже не 99, 100. Потому что принцип такой заложен. Человек берет кредит, организация закидывает деньги на карточку, но по пути движения денег от организации непосредственно к заемщику банк снимает то, что положено снять, и остаток зарплаты зачисляет. Мониторинг кредитов, выданных по программе кредитования малого и среднего бизнеса, выявил, что большинство граждан исправно выплачивают проценты. Целевое использование и своевременно, то есть как бы идеально, вопросов никаких. Таких у нас получается 31 человек из 146. Иногда вовремя не платят проценты, но в итоге платят с задержкой до 2 месяцев, до месяца-2. По большому счету тоже неплохо. Таких вот получается 89 человек. 120 человек из 146 хорошо обслуживают кредит. Это хороший показатель. Нецелевое использование кредита. То есть, когда делали заявку, говорили, мы будем заниматься тем-то, а по факту оказалось, что в процессе они перешли на что-то другое. Да? Но если совсем придираться, это нехорошо, но по большому счету тоже эти 19 человек обслуживают. Да? И в итоге проблемных всего, это те, которые взяли деньги и не вложились, и в итоге исчезли, и проценты не платят всего 7 человек. Вот пока срок погашения кредита не наступил, мы ждем. По мере того, как этот срок будет наступать, мы уже будем привлекать в суд. Там есть залоги, которые были заложены, будем как бы решать их вопрос. По разным отраслям из средств, направленных на развитие производства, торговли и сельского хозяйства, хуже всего возвращаются кредиты, взятые на сельхозпроекты. Но, по словам Барателя, это было вполне ожидаемо, так как именно в этой отрасли риски всегда велики. Амра Мичба, Алексея Гухава, Абхазское телевидение. Сегодня глава государства совершил рабочую поездку в село Верхняя Шера. Рауль Хаджимба осмотрел работы по реконструкции моста, состояние дорог и побывал в общеобразовательной средней школе. О чем говорил президент с сельчанами, расскажет Сима Аргун. Проблемы в селе Верхняя Шера Сухумского района такие же, как и во всех других селах страны, но есть те, которые требуют незамедлительного решения. К примеру, мост, построенный в 1975 году и соединяющий нижнюю и верхнюю часть села, пришел в негодность. Оползни привели к постепенному разрушению половины моста. Больше 4 лет здесь не проезжали большегрузные машины, а в последнее время это опасно стало и для легковых автомобилей. Одна половина основания крепкая, вторая основание, вот непосредственно сейчас что делается, была в очень таком аварийном состоянии. То есть мы практически перекрыли дорогу. Там можно было легковых машин пропускать, потому что дорога сквозная выходит на Нижнюю Шеру по улице Явинсба. По поручению главы государства сейчас идет реконструкция моста. Работы ведутся больше месяца. Президент приехал посмотреть, как выполняются его поручения. Строители обещали, что работы завершатся в течение месяца. Для жителей села Ишера этот мост очень важен, особенно в преддверии сезона мандарин. Чтобы попасть на центральную магистраль, им приходится проделывать большой путь. Конечно, вот дети в школу ходят. Первоначально неудобно было, но своими силами сделали тропиночку, дети ходят в школу нормально. Спасибо всем, кто помог. На машине вам приходится на машине вокруг или вот переходим туда через эту тропинку, оттуда уже на машине. Тяжело, конечно, но подождем еще чуть-чуть. Спасибо. Увидев главу государства, жители близлежащих домов пришли поблагодарить его за оказанное внимание. Президент отметил, что знает о проблемах села и заверил их, что руководство страны будет всячески помогать в решении существующих трудностей. У сельчан много проблем. Это часть только проблем, которая решается сегодня. Это вопросы вот как раз-таки и разрушенного моста, вопросы дорог, вопросы водоснабжения. Ну, какую-то часть этих проблем мы снимаем. Но это не говорит о том, что все сделано, и на этом можно будет закончить и сидеть сложа руки. К сожалению, я еще раз говорю, очень много вопросов, которые мы должны решать на селе. Вопросы, связанные и с трудоустройством, вопросы создания рабочих мест, вопросы и социального порядка. Но, во-первых, я думаю, что это задача важная и составляющая в работе государства, и мы будем эти вопросы решать. Не все сразу делается.
На протяжении долгого времени местные жители ощущают нехватку питьевой воды. И этот вопрос постепенно решается, отметил глава Сухумского района. Наряду с работами по восстановлению моста прокладываются и водопроводные трубы. По словам главы администрации Сухумского района Беслана Авицба, проблема будет устранена к концу этого года. Далее президент осмотрел состояние дорог в селе. После прошедших ливневых дождей они стали труднопроходимыми. Местами дорога так обвалилась, что закрылся проезд для машин. Сейчас силами сельчан движение временно восстановлено, но ситуация может повториться. На самых опасных участках необходимо возвести 2 эстакады через овраги, говорит директор госкомпании «Абхазберегозащита» Константин Тарба. По предварительным подсчетам на это понадобится не меньше 20 миллионов рублей. Грунт пластами идет, набор набивных сваев, 2 опоры сделать и эстакаду из легких металлических конструкций здесь. Но все равно под этой, как говорится, эстакадой оно нужно будет все время чистить. Оно будет наносить. Да, конечно. Тем более, если у вас опоры будут стоять, они все равно будут. Да, они будут на сваях, на это мы делали расчет больше. Президент Рауль Хаджимба отметил, что несмотря на то, что сумма достаточно большая, средства необходимо изыскать. Дороги – самое главное для сельчан, и движение по ним должно быть безопасным, говорит глава государства. Президент посетил и первую абхазскую среднюю школу села Верхняя Шера. На сегодняшний день здесь учатся всего 18 детей. Абхазский сектор был закрыт из-за отсутствия детей абхазской национальности. Родители отдали их в городские образовательные учреждения. В прошлом году в школе поменяли окна и привели в порядок классные комнаты, но необходим капитальный ремонт здания. Спортивный зал был восстановлен 7 лет назад, но уже пришел в негодность. Пол прогнил и местами проваливается. Директор школы отметила, что здесь занимаются спортом не только учащиеся школы, но и молодежь села. И это для них единственное место досуга. Рауль Хаджимба предложила объединить все школы в одну и разделить по секторам. По мнению главы государства, хоть это не самая популярная мера, но она даст возможность сэкономить ресурсы на восстановление зданий. Лучше будет же, наверное, если, предположим, в одной школе будет контингент по численности большим, чем в школах по 15, по 20 человек, 3 школы. Тогда в каждой школе практически нужны педагоги всех предметов, когда можно будет здесь объединить их всех в одну школу и помочь одной школе, которая реально будет работать. Ну и какое-нибудь транспортное средство, которое поможет их доставлять сюда. Я думаю, так лучше будет. Развитие сельской инфраструктуры, проблема занятости молодежи, как и ряд других вопросов, пока остаются в селе нерешенными. Рауль Хаджимба отметил, что одной из основных задач, стоящих перед руководством страны, это укрепление села и поддержка сельских жителей. Сима Аргун, Саида Гухава, Абхазское телевидение. 8-й съезд Высшего совета АРОА, запланированный на 21 октября, откладывается. Об этом сегодня заявила Республиканская общественная организация ветеранов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов. Съезд перенесен по просьбе руководства МВД республики отложить проведение массовых мероприятий в связи с произошедшей 17 октября неудавшейся попыткой теракта. О времени проведения съезда будет сообщено дополнительно. Сегодня в Гале состоялась очередная встреча по предотвращению и реагированию на инциденты. Абхазскую группу на переговорах возглавил заместитель председателя СГБ Абхазии Владимир Орлан. На встрече обсудили ряд вопросов касательно расследования уголовных дел по преступлениям, совершенным в Галском районе за последние 10 лет. На встрече также обсуждались инциденты, связанные с нарушением воздушного пространства Грузии неизвестными беспилотными летательными аппаратами. В целом встреча прошла в конструктивной атмосфере. Следующая встреча МПРИ состоится в Гале 11 ноября 2016 года. В последнее время в республике наблюдается увеличение популяции древесного щитника клопов семейства полужесткокрылых. Даже в городе, в квартире или офисе можно увидеть небольших насекомых зеленого, серого или коричневого цвета. Представляют ли они опасность для человека и насколько эти насекомые безобидны для сельскохозяйственных насаждений, выясняли наши корреспонденты. Смотрите специальный репортаж Ренаты Шакая. Древесный хищник не представляет опасности для человека. Это дурно пахнущие лесные обитатели способны лишь напугать людей своим непривлекательным видом. Для нашей природной среды он обычен, но иногда наблюдается резкий всплеск численности насекомых при миграции. И тогда, как говорят специалисты, они могут нанести вред сельскохозяйственным насаждениям, плодовым деревьям и овощам. Хурма у нас уже полносборная. Октябрь месяц, середина октября. Он должен сейчас стоять с урожаем, с листьями, как положено, если она нормальная. Вот видите состояние. Что случилось?
Вот как вот то, что мы говорим на мандаринах, вот это клоп, что появился. Он садится на плод, высасывает сок, начинает плод портиться и осыпание. Полное осыпание. Вот видите, ни урожая, ни листа. Это говорит о том, что очень повреждает он хурму. Эдуард Авидикян, житель села Михайловка Гулерыбского района, говорит, что на его памяти такой численности клопов в Абхазии никогда не было. На удивление жителей, лесной обитатель не употребляет в свой рацион киви, лимон и фихуа. Раньше тоже были, но вот на фрукты, фрукты, хурма. Вот. А виноград пострадал? Виноград вообще высох он, имею в виду высока, плодья были, и все высохло, сколько можно лечить, по 3-4 раза лечили. Мандарины, чтобы что-то осталось, но вот начало сыпаться, вот сейчас как холод, уже немножко холодно, они уходят. Клопы высасывают сок из растений и недоспевшего плода. После того, как лесной вредитель отведает фрукт либо овощ, плод опадает и становится непригодным для употребления. Я могу с уверенностью сказать, что более 90-95% плодов, они стандартные, качественные. Большой вред черепашка нанесла хурме, плодам хурмы, овощным культурам, потому что крестьяне, фермеры несвоевременно произвели химическую обработку. В целом в районе стабильное положение. Я думаю, что вот то, что вред нанес вот этот черепашка, то такого значительного влияния не будет. Помимо сельхозугодий, клопы проникают в жилые помещения в поисках тепла перед спячкой. Наличие непрошенных гостей в доме, в вещах, на постели раздражает людей, а некоторых даже пугает. Несмотря на то, что насекомое чувствительно к пестицидам и ядам, экологи не рекомендуют использование таких средств в жилых помещениях в целях безопасности. В этом году так нагрянуло вот это клоп, как называется, вонючка в народе, как называют, и нагрянул именно в отдельные зоны Абхазии. Почему-то цитрусоводческие хозяйства, где есть, не везде он появился. Это сейчас массово у нас в саду научно-исследовательского института. Гальский район, например, отсутствует, Гулерыбский район частично. Вот мы стоим здесь, частично предгорье начинает, и вышло сюда на море. Ажиотажа нельзя делать, но однако по нашим соображениям наверняка это мигрирует, это клоп. Мигрирует. Если мигрирует, то в будущем году будет меньше здесь. Она может дальше пройти. Но если не мигрирует, если она, как говорится, завезенная, тогда она будет здесь работать. Мы пригласили микробиологов с Санкт-Петербурга, рядом с Краснодара. Поймали их очень большое количество, в баночку посадили и отправили. Изучают они его, что это такое. Говорят, мраморный клоп. Он вред наносит многим культурам. Но если это миграция, как я говорил, если не миграция, мы уже с весны должны быть готовы. Почему мы в этом году это упущено было? Не упущено, мы лечение провели. Вот эту плантацию я лично хожу, провожу. Провели 5 дней, не было их. 5. На 6-й день, 7-й день и дальше 5 появились, на каждом плодике сидят. Лесные клопы обитают в условиях, в которых поддерживается идеальная для них температура и влажность. Если ситуация меняется и наступает резкое похолодание, потепление или даже сильно колеблется влажность, насекомые начинают мигрировать и могут находить комфортные условия. По всей видимости, именно климатические условия повлияли на столь активную миграцию. Вот пораженный плод, вот этот пораженный, она такая твердая фракция, они падают, ни вкуса, ни качества в нем нету. Если холода наступят, наступлением холодов вредитель отступает. За эту осень клопы-вонючки успели уничтожить немалое количество сельхозпродукции. Фактически пропал урожай фасоли, перца, инжира, мандарин, хурмы и даже кукурузы. Фасоли не было, перца не было, ничего не было в огороде.
дней 15 пройдет, опять появляются они. Так что они не погибают. Клопы-вонючки, или как их еще называют, клопы-черепашки, появились на Черноморском побережье в большом количестве около 3 лет назад. На сегодняшний день, по данным экологов, не существует четких методов борьбы с этими насекомыми без ущерба окружающей среды и здоровью человека. При этом даже в определенной местности клопы есть не везде. К примеру, на территории фирмы «София», а это 90 гектаров, на которых 42 тысячи корней мандариновых насаждений, проблем с клопами нет. Это клоп вредная черепашка, она вообще появилась в конце августа, начало сентября, но у нас его не было, потому что мы свое третье лечение закончили 18-20 сентября и всегда следили. В первую очередь она поражает верхние зоны, где тепло. Но мы здесь следим все вместе, весь агроотдел, бригадира, рабочих, кто есть, следим. Мы обнаружили его у нас 8 числа. 8 числа обнаружили и мобилизовали опрыскивание. 6 тракторов мы лечили 5 дней, весь участок обхватили. Весь, что было полностью хозяйство, лечили. Если не полечить не вовремя, то он поражает плод, и пораженные плоды падают. А если вообще ничего не предпринять, может полностью урожай упадет. Поэтому в данный момент мы отогнали 15-20 дней. У нас ядохимикат работает, но к тому времени холода поступят. Не будет этого плода, этого вреднючки больше не будет. Оценить ущерб, который нанес клоп-вредитель, пока нельзя, так как сбор урожая осенних фруктов и овощей пока еще не начался. Нам остается только надеяться, что в следующем году, как это часто бывает, клопы-черепашки исчезнут по естественным причинам. Рената Шакай, Беслан Джинджоли, Абхазское телевидение. Сегодня состоялось заседание депутатов Собрания Сухума, на котором были заслушаны отчеты руководителей Управления образования и культуры администрации города Людмилы Адлиба и Налы Хашик. Людмила Адлиба рассказала, что для повышения качества образования в школах идет работа по открытию предпрофильных и профильных классов, а также классов с углубленным изучением отдельных предметов в рамках проекта «Одаренные дети». Есть и другие программы, но они смогут быть реализованы только при достаточном финансировании. Людмила Адлиба подчеркнула, что в проект бюджета управления на 2017 год заложена установка во всех учреждениях образования камер слежения. Руководитель управления культуры Нала Хашик, рассказывая о профильных мероприятиях, подчеркнула, что финансового обеспечения на все проекты недостаточно. По ее словам, сегодня управление культуры нуждается в сценах из легких конструкций, музыкальном оборудовании, чтобы в каждом микрорайоне можно было проводить мероприятия. Квалификационная коллегия судей Республики Абхазия объявляет о приеме заявлений от лиц, претендующих на занятие должностей судей арбитражного суда – 1 единица, суда Гагарского района – 1 единица и судьи города Сухум – 1 единица. Прием заявлений кандидатов на должность судьи осуществляется в помещении Министерства юстиции в Сухуме с 19 октября по 2 ноября включительно. Сегодня в Сухумском русском театре драмы премьера. Театральный сезон открывается спектаклем «Рождество в доме Купьела» по пьесе Эдуарда де Филиппа в постановке главного режиссера Архангельского театра драмы имени Ломоносова Андрея Тимошенко. А накануне премьеры в театре состоялся предпремьерный показ, на котором побывали наши корреспонденты. Репортаж Сарии Исмар. Спектакль «Рождество в доме Купьела» по одноименной пьесе итальянского комедиографа Эдуарда де Филиппа больше напоминает рождественскую сказку, притчу в меру трогательную, в меру смешную. Который час? Я же сказала, уже 9. О, если 9, то спать больше нельзя. Надо работать. Сюжет пьесы повествует о нескольких днях из жизни простой итальянской семьи. Глава семьи, сеньор Купьела, большой ребенок. Не будучи в силах установить мир в своей семье, он отгораживается от нее тем, что мастерит игрушки. Все его время и силы уходят на это. Остальные члены семьи не просто не разделяют его увлечения, оно их даже раздражает. Все равно не нравится. У каждого героя пьесы свой характер, который мастерски воплотили актеры. Жена постоянно ворчит на Купьела. Сын, избалованный подросток, оказывается еще и воришкой. Брату негде жить, кроме дома Купьела, и он не дает покоя всей семье. А дочь и вовсе собирается бросить мужа и сбежать с возлюбленным. Зачем тебе что-то знать? Занимаешься своей игрушкой? Занимайся!
занимаются игрушкой. Но если случится беда, ко мне не обращайтесь, я занимаюсь игрушкой. Спектакль был проникнут любовью и сочувствием к людям. Герои пьесы сумели, несмотря на все тяготы жизни, сохранить доброжелательность к друг другу и умение прощать. Актеры передают ощущение одиночества своих героев. Одинокий брат Луки Паскуалино. Кажется, он не должен был вызывать симпатии зрителей. Опустившийся человек, подозревающий всех в воровстве и сам нечистый на руку. Но актеру удалось передать в его характере что-то детское и наивное. Зрителей трогает его вера в силу рождественских пожеланий в сцене, где Паскуалино просит, чтобы ему пожелали не 65, а 100 лет жизни. Одна из главных и сложных ролей, роль жены и матери Донны Кончи, принадлежит Анне Герюгян. По словам актрисы, роль ей далась непросто. Возможно, из-за того, что очень сопереживала своей героине. Я была, конечно, очень удивлена изначально, когда мне дали эту роль, потому что в таком амплуа я никогда не работала, и мне было очень интересно. И работа была сложная для меня, но с каждым днем я влюблялась в этого персонажа, в эту Кончу, эту добрую, милую женщину, немножко ворчливую и пытающуюся как-то собрать всех вокруг себя. И иногда у нее это получалось, иногда не очень. Сама работа была очень интересна, и если бы мне предложили бы еще раз, да, вот окунуться вот в этот весь процесс именно, да, я не задумываясь это сделала. Постановщик премьерного спектакля «Рождество в доме Купиела», российский режиссер Андрей Тимошенко, отметил, что над спектаклем еще предстоит поработать. Режиссер признался, что хочет, чтобы спектакль получил долгую жизнь на этой сцене. Я вообще работой доволен, а после превью есть замечания, которые я должен сейчас сказать артистам. Я доволен, что есть вот определенный этап работы, который мы выполнили. Я думаю, что честно и достойно мы прошли этот этап. Спасибо театру, дирекции, всем службам, актерам. А дальше театр продолжает, спектакль продолжает жить своей жизнью и улучшаться с каждым прогоном, с каждым показом. Несмотря на критику автора постановки, зрителям спектакль понравился. Кто-то отмечал игру отдельного актера, кому-то особенно понравились декорации. Очень хорошее впечатление, хорошие костюмы, прекрасные, знаете, такое вот все. Концовка вообще это как взятие Зимнего дворца. Этот снег, знаете, мы вернулись в детство. Это так здорово. Просто вот я много лет хожу сюда, но вот этот снег, это было что-то. Артисты молодцы, все сделали так душевно, красиво. По-моему, всем понравилось, не только мне одной. Нам очень понравилось. Побольше бы таких спектаклей. Мы с удовольствием посмотрели. И понравился спектакль «Зять». Хорошо играл, и мне очень понравилась их стенка, где они дерутся. Прямо как будто в жизни. Все мне очень понравилось. Всех героев пьесы в конце сплотило горе. Когда заболел отец Лука Купиела, родные собираются у его постели. Позади ссоры и ругань. И даже избалованный сын стоит у изголовья умирающего отца, притихший и задумавшийся. Спектакль заканчивается сценой, где вокруг отца, которому все же удалось избежать смерти, собрались родные и соседи. А рождественская песня и снег в этот момент стали кульминационной частью всей постановки. Зрители провожали выступления актеров долгими аплодисментами, многие со слезами на глазах. Сария Смырсаидайба, Абхазское телевидение. И о погоде. По сообщению гидрометеослужбы, завтра в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха ночью плюс 11-13, днем плюс 19-21 градус. Температура морской воды плюс 20 градусов. Информационный выпуск завершен. Я прощаюсь с вами. До встречи в эфире.